В эфире программа «Посредник». Сегодня в ней принимает участие военком Абхазии Беслан Тарба. Обсудим работу ведомства в связи с частичной мобилизацией в России и то, как это касается Абхазии. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Итак, Россия объявила о частичной мобилизации. Как в военном ведомстве Абхазии отнеслись к этой мере? Естественно, сегодня все слушали и не раз, и не два заявления главного командующего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Естественно, вместе со всеми и мы. И также мы слышали заявление министра обороны Российской Федерации. Но я бы хотел начать сперва с наших планов. Согласно утвержденных планов за 2022 год, осенью мы предусматриваем провести учения, плановые учения, хочу еще раз подчеркнуть, чтобы было всем ясно, на восточной группе войск мы просто единственное, что будет задействовано чуть больше количество людей и техники. Вот в таком духе для того, чтобы тому, кто интересуется, чтобы знали люди. Это не вчера это родилось, не после заявления родилось. Это наша, как говорится, согласно утвержденного плана, работа. То есть о заявлении. Естественно, мы свыше 90%, наверное, являемся гражданами Российской Федерации. И мы об этом знаем и не забываем, мы гордимся этим. И выступление президента Российской Федерации, естественно, дошло до нас. И восприняли мы его правильно. И что частично, и оно касается и жителей республики нашей, так как мы являемся гражданами Российской Федерации. До нашего ведомства, до Министерства обороны, естественно, еще доступнее. Мы также слышали заявление заместителя, статс-секретаря, заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии Николая Панкова, который будет конкретно курировать мобилизацию, естественно, и в республике Абхазия. Подождите, то есть этот человек, заместитель министра обороны, будет курировать мобилизацию непосредственно в Абхазии? Нет, не непосредственно в Абхазии, он будет курировать в России. И, естественно, мы, граждане, тоже, которые попадаем под эту, как говорится, под этот закон. Мы правильно восприняли все эти выступления, мы согласны, воспринимаем, и при необходимости, если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать после того, когда получим официально отдельное указание своих прямых начальников. То есть заявление Панкова гласило о том, что абхазы знают свои обязанности, и они всегда, как в советские времена, смотрели на Москву, и сегодня тоже такое же отношение, такой же взгляд, такой же взор, и с такой же душой мы смотрим в сторону Москвы. И я бы так, если красиво это будет, за нами не заржавеет, я могу так сказать, потому что никаких долгов ни перед кем нету, но мы всегда за, мы рядом, мы вместе. Вот так, вот в таком духе я чуть красиво, некрасиво, но я так преподношу. Спасибо. Беслан Алексеевич, насколько можно было предположить, как вы как человек военный, да, что вот события могут принять вот такой характер, какой они сейчас приняли, то есть вот эта мобилизация, да, частично, но тем не менее мобилизация? Естественно, так должно было быть, потому что мы опять-таки уже так, опять слова Владимира Владимировича Путина я хочу привести. Чуть-чуть беременной не бывает. Не получается операция, как говорится, культурная. Надо показывать зубы, и, естественно, каждый будет сидеть согласно положенного или купленного билета.
Вот так я его воспринимаю. Почему вот вы полагаете, Россия пошла на такой шаг, и какие задачи сейчас стоят перед Абхазией в этой связи? Почему? На первую часть вопроса тоже, пожалуйста. Ну, перед Абхазией какие задачи стоят? Естественно, мы на основании всех договоров и без договоров, мы, естественно, всегда были на стороне России и находимся на стороне России. Наши ребята там находятся. И также мы здесь по контракту тоже частично, как говорится, по желанию мобилизовывали наших граждан и граждан Российской Федерации. Шло к этому, потому что по-другому, видать, не получается и не получится. Это так должно было быть. И мы подтянемся, как говорится, стряхнем стариной или проснемся чуть-чуть, потому что мы слишком огражданились, наверное, и Бог всегда нам присылает такие посылы, что мы проснулись, мобилизовались, объединились и, как говорится, встали в строй и более организованнее шли вперед. Ну, вот приказ о мобилизации, он сейчас есть в России, да, правда, в России, но, тем не менее, вот что будет делать наше ведомство, в частности, военный комиссариат, вот в этой связи? В этой связи военный комиссариат будет выполнять команду, которую он получит. Угу. Пока команд нет никаких конкретных? Пока на сегодняшний день утром у нас было совещание, такое расширение вместе с командирами бригад, начальники штабов бригад. Мы собирали командиров батальонов, собирали резервных групп. Опять я хочу подчеркнуть, что это группа «Восток». И мы посовещались, пообщались и разошлись. Я думаю, что будут команды, мы будем об этом знать мгновенно и будем выполнять. Ну, может быть, есть какие-то директивы, которые можно озвучить? Я не говорю сейчас в полном объеме, понятно, что, наверное, нельзя. На сегодняшний день директивы у нас есть о проведении мероприятий, которые установлены планом и утверждены Министерством обороны, министром обороны. Ну, понятно, вы сказали, нам надо немножко проснуться, немножко встряхнуться и как-то более быть собранными, мобилизованными в том плане, что действительно уже назревало это событие, уже были угрозы, о которых стоило задуматься. Вот в этой связи, как вы думаете, какую работу стоит сейчас проводить, не знаю, среди молодежи, среди людей призывного возраста, среди людей, которые могут держать оружие, да, и вообще среди населения? Нет, вопрос так не стоит среди молодежи, призывного возраста. Призывники вообще к этому отношения не будут иметь. Они, как обычно, призывались, как обычно, уклонялись. Такая же жизнь пойдет. Наверное, чуть построже. Рано или поздно уже мы будем и друг к другу подходить. А будут подниматься, опять-таки, я возвращаюсь к нашей республике, будут мобилизованы те, которые состоят в резервных батальонах, бригадах. Только с ними мы будем работать. Неопытных, они будут учиться, они будут служить, срочную службу нести. Ну, на самом деле, не дай бог что, разве не лучше, чтобы молодежь была готова к таким событиям? Ну, я думаю, что мы до этого не дойдем, чтобы молодежь поднимать. Молодежь — это, как говорится, наш золотой генофонд. Они не будут, как говорится, задействованы. Среди них много, естественно, надеюсь, уверен, желающих будет. Но мы, как по плану, что у нас предусмотрено, из кого составлены наши батальоны, бригады, они будут только лишь у нас будут учения. Ну, это я уже просто от себя хочу добавить, что, наверное, мы, может, тоже можем врага спровоцировать своими, как говорится, чуть-чуть лояльными отношениями к военной службе. Даем им возможность или такое настроение, чтобы они развернулись в нашу сторону. И я думаю, что мы должны
взять себя в руки и более серьезно подойти к этим вопросам. Многие... Мы знаем, вернее, что о вызовах в последнее время говорили много и часто, да, в том числе в военных угрозах, о том, что о намерениях открыть второй фронт против России здесь у нас. Вот что вы думаете, военное ведомство, какую подготовку проводило все это время? Как оно мобилизовывалось, как оно предвидело и готовилось к таким возможным угрозам? Ну, военное ведомство наше тщательно следит за всей этой информацией. Мы получаем тоже свои данные, которые каждую неделю нам, как говорят, рассказывают, и мы обсуждаем. Помимо плановых мероприятий, дополнительных мероприятий мы не проводим, потому что у нас запланировано каждый учебный год. Все эти нюансы, проблемы, все там заложено, все там утверждено. Наше дело только его соблюдать. И... Не было ли упущено время? Ну, как вам сказать, упущено время... Не были ли мы долго в расслабленном состоянии? Да, время всегда против нас. Ну, я думаю, что еще не поздно, все нормально. Обстановка контролируется на сегодняшний день. Мы состояние армии, я имею в виду абхазской армии, вооруженных сил, укомплектованность бойцов и так далее. Сегодня, естественно, желала бы лучшего, я имею в виду среди срочной службы, а наши, значит, резервные группы, батальоны, бригады, они как были, так и есть. Мы проводим с ними командно-штабные учения очень часто. И в этом году у нас все это предусмотрено со стрельбами в двух запасных наших полигонах. Это на Гвалу в Ачамчирах и Гулибский район, Цабал. И, естественно, мы будем это проводить совместно с 7-й базой, совместно с Российской Федерацией. Это уже как аксиома. Мы каждый раз вместе мы проводим. И российские вооруженные силы всегда задействованы, и большую роль они играют, больше вклад они проводят в этих учениях, и больше расходов они несут. И в основном свыше 50% нагрузки они выполняют вместе с нами. Скажите, пожалуйста, вот насколько вот это взаимодействие с российскими военными здесь, в Абхазии, осуществляется эффективно? Вот эта связь, насколько постоянная, насколько она поддерживается? Связь всегда, она постоянна. Я, например, сегодня исполняющий обязанности командира 7-й базы имею прямую связь, могу в любое время контактировать, так что и они. И это уже, как говорится, уже о порядке вещей. Все учения мы вместе. Но были случаи, что и с Южной Осетии приезжали, принимали участие. Такие варианты тоже у нас бывают. Наши братские народы, близкие наши народы Северного Кавказа приезжают. То есть, в частности, это Южная Осетия. И мы вместе тоже проводим с ними учения. Хочу по резервным группам, в прошлый раз мы поднимали западную часть на учение, и мобилизация была свыше 90%. И я хочу сказать, что реакция правильная, и народ, ребята наши, они, как говорится, морально готовы выполнять задачи, поставленные Министерством обороны. То есть есть конкретный план, если в случае чего вот будут нарушены наши границы с восточной стороны, например? Совершенно верно. Совершенно верно. Это не обязательно с восточной стороны. На сегодняшний день мир так создан, столько техники, что будет это восточная, западная. Но, как говорится, не будем ходить гадалки, будем готовиться, готовить
Надо быть готовым всегда, быть начеку. Я еще раз хочу вернуться на заявлению президента Российской Федерации. Мы правильно восприняли, мы ждали, наверное, даже такого заявления. Как говорится, вот лед тронулся. Будут ли какие-то особенности... И мы победим. Да. Будут ли какие-то особенности в осеннем призыве, в течение этого осеннего призыва, который начнется в октябре? Ну, да, их особенностей не будет. Я думаю, что просто сыграет патриотизм у наших ребят, пойдут служить на срочную службу. Кстати, после 30-го, уже в начале октября будет указ о призыве. Это буду, наверное, иметь возможность отдельно поздравить наших призывников. Так же, как обычно, шли они в армию, они пойдут в армию, в те же батальоны, в те же места, дислокации, где остальные служат и служили. Ничего такого не будет. Главное, я думаю, что изменения... патриотизм сыграет. Изменений у нас никаких не будет. Я имею в виду в обучении солдат. Ну, будем надеяться. А в обучении солдат будут какие-то изменения в связи с тем, что, как вы уже сказали, мир современный, техника современная? Мы тоже, не тоже, а мы всегда тоже. Они принимают участие, когда у нас плановые учения идут. У них тоже свои задачи есть. У каждой роты, у каждого батальона свои задачи. Кто принимает активное участие, кто на отцеплении. Ну, у каждого, как говорится, свой утвержденный план, по которому он должен действовать по приказу своего командира. А какие сложности в выполнении вот таких задач, которые сейчас диктуют, скажем так, в наши внешние условия, да, необходимы для оборонного ведомства, в частности, военкомата Абхазского? Ну, сегодня, я часто говорю это в своих выступлениях, сегодня военные комиссариаты не до такой степени в моде, так будем говорить современным языком. Я думаю, что мы, хотим мы этого или не хотим, мы развернемся лицом к военным комиссариатам. Мы еще и со школами были близко связаны раньше. Отдельные штаты были, которые работали с военруками. Военное дело, как говорится, было модно в школах. И вели специалисты. Сегодня в многих школах наших республики есть, как говорится, преподают военное дело, но не везде специалисты. Из-за того, что просто мало платят, наверное, скорее всего, многие наши офицеры запаса начинают работать, потом оставляют. Не думаете ли, что нужно поднять уровень преподавания? Естественно, это мы уже много лет говорим. Хочется шевельнуться, как говорится. Это не вчера, не сегодня это произошло. Мы, наверное, чуть расслабились, потому что такая мощнейшая страна, как Российская Федерация, когда рядом находится, мы, наверное, чуть-чуть тоже расслабились. Но опять-таки мы, наверное, проснемся с их помощью опять. И я думаю, что все будет нормально. И в школах мы военное дело на нужный уровень поднимем. Если мы сейчас вернемся к мобилизации в России, вот как вы думаете, почему все-таки Россия пошла на этот шаг, почему ей стало необходимо это сделать? И второе, какие категории конкретно, вот вы как военный человек, может быть, нам разъясните, конкретно будут попадать под этот призыв? Президент Российской Федерации там четко разъяснил, кто будет призываться, также и министр обороны также четко разъяснил. Те, которые находятся, отслужившие в резерве и имеют определенные специальности военные, которые необходимы для выполнения тех мероприятий, те задачи, которые стоят перед российской армией, это они заявили. По моему мнению, если вы меня спрашиваете, на сегодняшний день российские войска огромную территорию держат в границах. И я думаю, количество людей надо чуть увеличить для того, чтобы все это, как говорится, оно контролируется, но чтобы еще четче было и еще надежнее было. И чтобы не было настроения у наших западных друзей, чтобы у них не рождались
ненужные мысли, нежелательные мысли, которые рождаются у них часто, чтобы все это искоренить и все это, как говорится, поставить жирную точку. Как должен измениться или не должен измениться состав военнослужащих вот в связи с тем, что действительно сейчас такое достаточно современное вооружение, их должны использовать образованные люди, ну и так далее. Вот что в этой связи вы думаете? Ну, вы сами видите сегодня, как в мире что происходит, столько техники. В этом случае не резервисты будут подключены, те, которые даже призываются на территории Российской Федерации. У нас будут они призываться, скажем, современные, как говорится, то оружие, что создано, придумано, это в руках регулярной армии российской. Туда не придет резервист и не будет управлять. Для них будут совсем другие задачи, более смягченные, более, как говорится, тыловые. А все остальное, в основном, это на Украине работают регулярные профессиональные российские войска. Вы предполагаете, что здесь может быть обязательный призыв в военную службу, или это будет все-таки добровольная вещь? Ну, если все зависит, как мы на это среагировали, можно и добровольно выполнить задачи. Ну, я не могу сказать. Это как командование мое примет решение и даст команду. Я должен получать команду для того, чтобы его выполнять. Что бы вы сейчас могли сказать людям, которые находятся в резерве и которые, возможно, попадают под категорию тех, кого могут призвать? Я хочу вообще еще сегодня как-то совещание утром в Министерстве обороны, я такое маленькое тоже заявление сделал, я обратился. Я сегодня хочу сказать, что наши ребята, кто в резерве, командиры бригады в первую очередь, в основном, и много героев в Абхазии находятся, они не могли же сказать, мы уже не хотим, поменяйте нас молодыми, другими и так далее, мы сколько лет нам можно. Но они всегда реагируют, они вовремя приходят. И, естественно, патриотизм у них как кипел в 92-м году, так и кипит сегодня тоже. Я надеюсь на наших резервистов, и мы просто потренируемся по плану в ближайшие месяцы, и дальше также будем продолжать. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Я напомню, что в эфире была программа «Посредник». В ней принял участие